Здравствуйте, уважаемые телезрители! Тема сегодняшней передачи – охота на соболя поздней осенью, когда выпал снег и мех соболя уже поспел, то есть он уже принял такой богатый вид, его уже можно добывать. Соболь держится тех мест, где для него есть пропитание. Это, во-первых, где растет голубика, она сейчас уже замерзла, вот он ходит и питается голубикой. Кроме того, в местах, в горельниках обычно заводится полевая мышь, ее там бывает очень много, и соболь охотится и на мышей вот в этих местах. Кроме того, соболь хищный зверь, он охотится на зайцев, он охотится на боровую дичь. Поэтому вот мы, когда поднимались вот на эту сопку, внизу у ручья было очень много следов зайца, а уже вот где наверху сопки, где мы сейчас находимся, его следов практически нету, потому что он боится соболя и старается не давать ему следы вот наверху сопки. Вот кое-где уже следы соболя появляются, и у нас есть собака одна, правда. Мы сейчас попытаемся найти достаточно свежий след соболя и отпустим собаку, постараемся показать весь процесс охоты и добывания соболя. Человечество вступило в век цифровых технологий, задумывается о полетах на другие планеты, опутало весь мир интернетом. Пространство уже не помеха для общения, осталось преодолеть только барьер времени. Но в то же время способы охоты на пушных зверей в течение многих десятилетий, а то и веков, остаются неизменными. В горах, в лесах, в тундре якутской зверюшек и зверей много. Начался сезон охоты на пушного зверя с собаками. У нас в Якутии в конце октября начинается традиционный промысел на белку и соболя. К этому времени их мех, как говорят охотники, уже поспевает. Снег уже лежит, но он еще по-осеннему мягок и неглубок. Наступила самая благоприятная пора для работы собак-соболятников. Но этот период короток. Через месяц-полтора зима окончательно вступит в свои права, морозы будут крепчать, снег твердеть, а толщина снежного покрова увеличится. Легкий соболь по поверхности снега будет передвигаться без всяких проблем, а собака будет проваливаться по брюху, и ей уже не догнать юркого зверька. Тогда уже можно привязывать собак и завершать этот способ охоты на соболя. Во время организации охоты у нас были гости из Москвы, которым захотелось увидеть все воочию и ощутить весь процесс на себе. Как раз, кстати, среднестатистический, физически неподготовленный городской житель может проверить себя, сидя на диване у телевизора, представив себя вместо наших гостей. Потому что соболь
его начинает уже осенью прикармливать. Вот, то есть определенные места, он знает примерно, где соболь базируется. Они начинают строить хатки разные, укрытия. А что соболь ест? И там хищник, это Я знаю, хищник. что а что он, чем он? Все подряд. Почему? Падаль? Все подряд. Живое давит, зайцев, глухарей, А что, зайца рябчиков. можно загрызть? В легкую. Это хищник, страшный хищник. Он может и кабаргу зацепиться, Кабарга для него. завалить. Не, может. Может, да? Да. И вот они прикармливают его с осени, тухлую рыбу, вот, кукшу подстрелят, рябчика. И в это укрытие. И там капканы лежат уже, но они капканы Нерабочие. в нерабочем состоянии. И вот он его прикармливает там. То есть вот почему эта дорога у него, он не ищет каждый день новый след какой-то. И соболь уже этот вот крутится, допустим, да. И в определенный момент он капкан Открывает, поставил, да, выводит. и соболь в эту хатку, он знает уже, что там пища будет и прочее. Это уже фактически такое лицо хозяйства. Да. Это осенью большая работа, заготовка корма для них, все. Обходить тоже надо. Ну, Фира молодец. А у меня лично он не такой, он как даст. За ним не угонишься. Мы даже на рыбалку, на охоту ходим, на утро. Машину оставляем, 15 минут стою. Так, это уже интересно. Проявляются первые признаки усталости и ворчат уже в мой адрес. А вместе с усталостью, видимо, приходит и вредность. Слушайте вредные советы от Андрея Швецова. Ну, на зайца ходишь. Зайцев надо не перед собой вивать, а где-то в стороне. Потому что как раз по пути соседа, и сосед его подберет. Или пропускать Не, прямо перед собой бить нельзя, его надо, чтобы он убежал в сторону. Бац, перед соседом, сосед его подобрал. А ты идешь, вроде и зайца убил, но налегке. Да? Уважаемые телезрители, вы этот совет сохраните в тайне, а то он становится бесполезен, когда все вокруг про него знают. Заяц. Лучше по тропе идите. Не, Вот лучше, посюда. конечно. Вот сейчас пойдем по этому ручью напрямую. А Понял. ты как, капканы-то у тебя вот по тропе достает? Зачем Один ты раз первый мясо осталось, ну, все туда. И точно. туда я в одном месте. И 4 штуки накопал. Капканы ставлю, а приходит и приходит. Целое семейство попало. Вот, Каждый. зачем это такие, да? Рукава вот. А это снег скоро будет же. И сюда капает. И рукавицы не мокнут они. И сразу скатывается. Все тут, видишь, все сделано практично. Вот вроде и это, видишь, сделано так раз, затянул кушак. Все, тепло, нигде не продувает, ничего. Ну, попробуй ее отпускаешь. Тем временем дело подошло к обеду. На лице уставшего гостя, ожидавшего, видимо, увидеть в 1 квадратном километре якутской тайги зверей больше, чем в московском зоопарке, мы наблюдали пока легкое разочарование. Баянай пока к нам не был благосклонен, ни добычи, ни следов зверя. Прямо здесь, да? Уходит в землю. Понимая, что добыча сама в котелок не прибежит, мы тронулись дальше. Как говорится, волка ноги кормят. Погода. С хорошими собаками на конях это самое милое дело. Я так близко буду идти. Далеко, Ну, слишком. типа, кто хочет с ними идите. Это параллельно, Сейчас, не. параллельно бараны ехал. Он на дороги не будет сейчас. Это туда-сюда перевал. Сейчас по тропинке. Мягкий грунт потом. Мягкий, Ну, да, идти мягкий, очень. а? Вову. Икры начинают болеть для нас, для городских сразу.
Вот именно эти части тела и не позволили нашему гостю продолжить охоту, и часть охотников пошла в обратный путь. Так, вот мы встретили довольно свежий след соболя. Соболь небольшой, в общем-то. Возможно, это самка соболя. Так. Шел в том направлении. Немножко изморозь есть на следу. Ну, это где-то утром, очень рано. Еще не рассвело. Ну, где-то, не знаю, часа в 4-5 где-то вот. Такой свежести следы. Сейчас мы попробуем сначала, собаку спускать не будем, попробуем сами пойти по следу. Бывает так, что соболь крутится на одном месте очень долго. Мы постараемся так эти следы, где он кормился, обходить или слева, или справа, искать выходные следы. Вот. Будем находить, и по мере вот того, как след зверька будет, скажем так, свежеть, станет более свежим, ну, мы отпустим собаку. Была кто? Был, да? Был, да, она была. Был. Ямали, она бутовала. В одном месте соболь стал кормиться. Мы его обошли с правой стороны, вышли так, как бы обходя, ну, по косой линии, вышли на его следы. Там он уже задержался, час, может быть, два. Вот следы уже довольно свежие. Сейчас пойдем тоже в этом направлении. Где кормиться будет, обойдем слева, справа. Ну, в общем, скоро уже можно собаку спускать. Бывает и так, что собака отвлекается на более свежий след белки или птицы, а то и вообще крупного зверя. Это может свести на нет всю охоту. Sana bak. Geldim ya. Dur. Bu. 2 лапы. Olga haberi patak na beri korea. Так. Вот это. Видите? Вот. Есть. Надо. Это самый волнующий момент охоты с собаками. Момент, когда ты слышишь вдалеке лай своей собаки и по ее интонациям пытаешься определить объект, на которого будет охота. Азарт гонит туда, на звук лая. Быстрей, быстрей. И вот он, красавец соболь. Что и требовалось от нашего помощника. Все-таки загнал соболя на дерево. Собака не может справиться со своим азартом и прыгает на дерево. Это характерная для многих ошибка. Птица, испугавшись, может улететь, а соболь или белка в густом высоком лесу легко могут запрыгать по верхушкам деревьев и исчезнуть.
Теперь дело за мастерством охотника. Все, соболь добыт. И выстрел туда, куда надо. Входное и выходное пулевые отверстия должны быть только в районе головы. Даже шейная область не должна быть задета. Можно возвращаться в избушку. Сегодняшний день для нашего охотника Владимира прошел не зря. Но и это не все. Надо еще правильно разделать соболя, сделать правильные надрезы, аккуратно отделять шкурку. Все когти должны остаться на месте. Этот соболь может претендовать на высший сорт, так как шкурка не подпорчена и имеет хороший темный цвет. Охота за соболем – это адский труд. Для того, чтобы добыть одного зверька, нам сегодня пришлось пройти около 15 километров. Бывает и так, что охотник приходит затемно и не каждый день с добычей. В избушке его никто не ждет, он приходит и готовит ужин для себя и для своих собак. Собаки пробегают в день примерно в 3-4 раза больше, чем сам охотник. Кроме надежной собаки, охотнику необходимо иметь хорошее оружие. Уважаемые телезрители, мы сегодня представляем вам свою новую рубрику «Арсенал». И в первом выпуске рубрики у нас в гостях специалист в этой области Тарбасов Афанасий, который расскажет нам о видах оружия, применяемых для охоты на пушного зверя. Добрый вечер, дорогие любители охоты. Первым, до рассказа о ружьях, хотелось бы остановиться о самом патроне, применяемом на охоте на пушного зверя. Это патрон 5,6 мм кольцевого воспламенения, или по американской терминологии 22 Long Rifle. Имеет историю более 130 лет. Скорость этой пули может достигать, в зависимости от марки, от 315 метров в секунду до 450 метров в секунду. Сейчас о самом оружии. Оружие выпускается классическое. Вот его пример классической винтовки под малокалиберный патрон. Это карабин ЧЗ-452 под производство Чехии. Затвор продольно-скользящий, который запирается рычагом перезаряжания. Так, магазин на 5 мест, тоже расположенный в ряд патронов. Прицельная планка до 200 метров, градуирована по 25 метров. Для пушного промысла обычно не нужны оптические коллиматорные прицелы. Достаточно открытое механическое приспособление, которое позволяет поразить в пределах 5-10 метров и очень точно цель. В классической винтовке европейского производства, каким является наша винтовка, ЧЗ-452, применяется ложа из материала орех дерева. Бывает люксовый вариант с насечкой, но тут этой винтовки ложа изготовленная с ореха. Классической формы, очень прикладистая получается эта винтовка, усредненная прикладистая винтовка. Это
малокалиберная винтовка «Соболь», производство «Ижмаш», но это российская. Тут установлен оптический прицел с кратностью с 4 до 16. Эта винтовка применяется принадлежит городскому охотнику. Он ее применяет как только для спортивной, развлекательной стрельбы, для обучения тоже использования оптического прицела. И вот тут совсем другая система перезаряжания оружия. Используется криворшипно-шатунный механизм. Наверное, вы увидели его. Такой механизм используется в биатлоне спортивном. Винтовка имеет спортивные корни. Магазин на 5 патронов, он занимается аккуратненько, так, и 5 патронов расположены в ряд. И тут с экстракцией стрелянной гильзы проблем не возникает. Очень надежный механизм перезарядки у этой винтовки. Предохранитель у него расположен на скобе. Прицел у него был рассчитан на 25 и 75 метров. Классическая американская винтовка Remington модели 597. Тут стилизована под Варминт винтовку. Толстый ствол, который исключает любые колебания ствола при выстреле. Тут хозяин установил коллиматорный прицел. Для перезаряжания этой винтовки используется энергия выстрела малокалиберного патрона. При выстреле затвор отодвигается назад, гильза экстрагируется, и с магазина вытаскивается очередной патрон и автоматически закрывается. Тут эти 3 винтовки отличаются особой точностью, и в их изготовлении применены наиболее современные на тот момент технологии изготовления. И очень их тщательный подход к изготовлению этих оружий доказывается полировкой дульного выхода. На этом наша передача завершается. Наша группа прощается с вами. До свидания, до новых встреч.